Почти каждое авто подпадает под статью 12.5 «Тонировка транспортного средства». Правоохранители останавливают машины одну за другой. Объяснения у каждого разные. Кто-то так придает транспортному средству красивый вид. Но вот большинство заявляют, что этим спасаются от солнца. Вот только если спросить людей, которые закон соблюдают, вреда от затемненных стекол куда больше. Зачем она мне нужна? Когда хорошо видно и ехать безопаснее. Отслеживать ситуацию на дороге намного легче. В республике дорожное движение цене доллар. Вен маснин хов мел нах лозбо мел нах бобо. Дороги же арсах я правил соблюдать. Вен отслили ер даху дадах еще шамдатер. Все оправдания с точки зрения законодательства не актуальны. Нарушителей ждут административные меры, включая снятие тонировки на месте. Излюбленная уловка в основном молодых людей – опускать окна, проезжая мимо сотрудников ГАИ, тем самым скрывая 100, а в некоторых случаях и 200% тонировку боковых стекол. Тонировка в ночное время зачастую приводит до роста происшествий, зачастую причины лучше. Хуже это бис не хмарь мешку такие тонировки основном бис но хуже а вина хади там за законы вели сейчас я что правила дорожного движения запрещать движение вели следили каждый день по 3-4 раза сотрудник средств убил, составляет в отношении вас административные материалы. Первый раз в отношении вас, если будет составлен административный материал, второй раз будете остановлены сотрудники, вам грозит 15 суток ареста, невыполнение требований, законного требования сотрудника полиции. Требования на ханихал. Материал вот так даст тонировка ходи вообще. Просто проверьте по базе данных полностью. Проверьте, что раньше составлялось. Да. Материал есть. Проверьте, есть у него требования, есть. Составьте административный материал. У владельца этого авто уже было предписание. Чтобы снять тонировочную пленку, дается 10 дней. За неисполнение с водителя сегодня взыскивается штраф. С управлением транспортным с тонированными стеклами мы составляем административный материал по статье 12.5, часть 3, дробь 1. Штраф составляет 500 рублей. Если не первый раз? Если не первый раз, то если первый раз составили административный материал с требованием, если второй раз попадется водитель, который не выполнил законные требования сотрудника полиции, ему грозит 15 суток ареста. За невыполнение требований мы вручаем ему требования под расписку. Еще одно грубое нарушение, с которым усиленно борются правоохранители – подложные номера. Как правило, отличить их от оригинала на глаз очень сложно или вовсе невозможно. У сотрудников полиции целая база. Проверить фальшивые номера можно по документам. Как правило, регион на таких авто отличается от местного. Водители, которые управляют транспортом подложные государственные знаки, они одевают эти подложные государственные знаки, которые не установлены на машину, не зарегистрированы в данном транспортном средстве, чтобы превышать установленную скорость, никак иначе, по-другому нельзя сказать. Они, чтобы превышать установленную скорость, где стоит у нас камеры, вот поэтому они одевают эти номера. Чтобы этого не было, чтобы обезопасить людей и участников дорожного движения, мы выявляем таких злостных нарушителей. Мы считаем сегодняшний день, который управляет транспортом, подложными государственными знаками, без государственных знаков, что они являются злостными нарушителями. Подложными государственными знаками это грозит лишение прав от 4 до 6 месяцев и 3000 рублей штраф. За первые полчаса инспекторы выписали 15 протоколов и еще больше предписаний. Рейды проводятся несколько раз в неделю в разных населенных пунктах региона. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.